Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня сделаем отсыпку на такую тему. Что же на самом деле между вами? Постель или любовь? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя. Представьте мужчину, назовите его по имени и представьте себя рядом с ним. И задайте свой вопрос. Что же на самом деле между нами происходит? Это постель или это любовь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть высшие силы дадут мне узнать о том, что скрыто. Так. Сегодняшний день. Сегодняшний день говорит о том, что между вами очень много недопонимания. Очень много каких-то скрытых и достаточно острых моментов. Я не могу понять, то ли вы не разговариваете, то ли вы, знаете, как разговариваете какими-то упреками, либо, может быть, даже ультиматумами, либо наоборот, вы молчите, да, там копите в себе какие-то вопросы и претензии. Здесь обоюдное какое-то несерьезное, незрелое, не побоюсь этого слова, детское поведение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что происходит. Я вижу, что женщина в свою сторону смотрит, мужчина в свою, как будто бы вы какой-то канат перетягиваете, да? Кто кого пересилит, либо кто кого обскочит. Ножки у вас смотрят друг на друга. Что вас объединяет? Страсти вас объединяют, желания вас сейчас объединяют. На данный период времени между вами идут страсти, вот та самая постель, да, желание, и вас еще объединяет то, что вы, как с друг другом боретесь, да, вот желание победить, желание свое доказать и быть правым, либо быть лидером, либо задавать тон в семье. То есть, понимаете, вы как друг друга учите. Здесь либо это самое начало отношений, притирка, так скажем так, называемая, либо это уже период, когда у вас происходят действительно качественные изменения в паре, в браке. То есть люди, например, там встретились, полюбились, пока туда-сюда, розовые очки, сколько-то прожили вместе, и тут уже они начинают друг к другу, да, там, претензии предъявлять. То есть так тоже может быть. У многих, кстати, может отыграться, что вы либо ждете, да, конкретных шагов от мужчины, он их не делает, либо вы устали, что ваш мужчина достаточно себя флегматично ведет именно в семье, в браке, может быть, даже кто-то в браке, кстати, может состоять. Здесь люди, как будто бы они действительно на войне. Да, не в любви, не в отношениях, а как будто бы на войне. Каждый день это как минное поле. Иду там, да, на ощупь, боюсь ошибиться, потому что ошибка будет фатальной. Но тут, кстати, и страх потерять друг друга есть. Здесь я не буду кривить душой, я вижу, что вы боитесь друг друга потерять. Чего вам не хватает на данный момент? Вам не хватает диалога, настоящего, открытого, прямого диалога, когда вы говорите все как есть. То есть, если это черное, оно черное, если оно белое, то белое. Понимаете, не нужно ни под кого прогибаться, не нужно ни с кем играть, потому что отношения — это не игра, ни в коем случае. Играют немножко другие люди, да, и там другие цели в отношениях. Ваша же цель — это любовь, это счастье. Девочки и мальчики, вот кто бы меня сейчас не смотрел, в ваших руках вытащить эти отношения, спасти эти отношения, прокачать эти отношения. У вас в венце чаша любви. У вас в венце идет, смотрите, да,
вот она чаша любви, вот она женщина, которая хранит эту чашу, а вот он мужчина, который хранит и женщину, и чашу. Это очень хорошая картинка, которая обещает счастливую семью, брак и со всеми вытекающими. Мало того, посмотрите, у вас тут ангел, видите, вверху свыше благословенный союз идет. Девочки, мальчики, кто только недавно в отношениях, либо вот сошлись вы, вот смотрите, вот душа ребенка прорисовалась. То есть в течение года вы от этого человека еще забеременеть можете, родить ребеночка. Вот он уже летает над вами. Понимаете, в чем дело? Но то, что вы делаете сейчас, то, что творится между вами сейчас, ну, это, извините меня, трэш. Просто, ни больше, ни меньше. Я не вижу причин вот прям конкретных, да, которые вас к этому подвели. То есть каких-то триггеров, либо каких-то вмешательств, там еще какого-то негатива, да, либо каких-то соперников. Я не вижу. Я вижу вас. Вот она, вы смотрите сюда, тянете, видите, за руку сюда. А вот он смотрит в другую сторону и рукой, да, в другую сторону тянет. То есть вы перетягиваете друг друга. Кто кого перетянет. Я вижу, что вы сильнее. Женщина сильнее. Мужчина в этом плане более какой-то вот, ну, не знаю, податливый, что ли. Но у мужчины есть пунктик. Пунктик касается его каких-то качеств мужских. То есть где-то вы чем-то его задеваете. И его это очень сильно обижает. Может быть, про какие-то качества вы говорите, может быть, кому-то пример ставите. Но вот его это нереально задевает. И ему так больно и обидно становится, да, вот от женщины, которая, ну, его женщина, да, слышит такие слова. А вас обижает его поведение. Понимаете? Вы его задеваете, он, значит, вам там попой поворачивается, задевает вас. То есть здесь какая-то, ну, гиблая петля, тут по-другому не скажешь. Вы все время ходите по кругу, круг. Вы вдвоем ходите, да, то вы за ним идете, то он за вами идет. От перемены мест, да, там, значение не меняется. То есть вы постоянно ходите с ним, ну, я не знаю, круг. Почему вы так ходите? В чем причина вот такого вашего поведения либо отношения? Что кому пытаетесь доказать? Между вами сейчас страсти, как хотите. Это страсти безумные. Это не только про постель, это про бадание, про доказывание, про кто здесь главный, да, борьба. Между вами страсти и борьба. Вот все, что сейчас между вами происходит. Вместо того, чтобы договариваться, любить друг друга, там, жениться, заводить детей, вы просто бодаетесь. Вы простите меня, но вы просто какие-то два упрямых, бодливых козлика. Ну вот, обижайтесь, не обижайтесь, можете закидать меня тухлыми помидорами, но это выглядит именно так. Люди друг от друга отвернулись, да, и кто кого перетянет, да, у кого рука сильнее и мускулистее окажется. Девочки, мальчики, так нельзя. Не, так не годится. Так не годится. Я не знаю, что между вами произойдет и что вам поможет. Может быть, вам поможет моя отсыпка. Может быть, вам поможет, не знаю, там, сходить в храм. Может быть, вам нужно какое-то совместное путешествие совершить. Может быть, какую-то проблему совместно решить. Я не могу сказать здесь точно, что вас объединит, но в будущем я вижу, что у вас есть прекрасные шансы, как я уже сказала, да, создать семью, брак, семья, счастье, детишки, опять же таки, да. Все это возможно. Возможно. Для вас путь в счастье, в любовь открыт. Понимаете? То, что между вами происходит, у вас есть любовь, она есть, но она такая маленькая, она всего лишь в зародыше. Она еще не то, чтобы там не состоялась, она еще не выросла, не проклюнулась. Да? Здесь нужно поработать над этим. Здесь нужно разрешить себе эту любовь, да, немножечко ослабить хватку мозга, когда вот, да, мы же все умные, все же пытаемся сначала подумать, потом сделать, и думать сначала головой, а потом уже там сердце и прочее. Здесь нужно немножечко пересмотреть. Открывайте сердца. Не бойтесь, девочки, либо мальчики, кто меня сейчас смотрит, открыть свое сердце навстречу своему партнеру. Покажите пример. Дайте этому человеку чувств, дайте эмоций, дайте тепла, нежнятины дайте ему. Человек, да, ваш партнер, он ответит вам взаимностью.
Вы зеркалите тут просто по-сумасшедшему друг друга. Здесь кто-то должен сделать первый шаг. Сделайте перемирие, не знаю, выкиньте белый флаг. Попробуйте, просто попробуйте. Если вы это сделаете, вы не пожалеете, потому что эта картинка, она просто идеальная. Картинка семьи, картинка прекрасного будущего. Я даже вам больше скажу. Здесь настолько сплоченная семья, настолько вот у вас энергетика такая вот в этом союзе будет плодотворная, плодородная. У вас и денег будет много в этой семье. То есть и мужчина будет работать, зарабатывать очень неплохо, и женщина будет тоже при деньгах, при своих деньгах. Все будет у вас хорошо, все будет у вас просто замечательно. Но здесь, вот именно в моменте, здесь и сейчас нужно что-то менять. Вам нужно уходить от этих боевых действий и переходить в состояние неги и любви. Просто попробуйте. Ради эксперимента попробуйте. И вы посмотрите, как ваша жизнь, как ваши отношения поменяются. И поменяются в лучшую сторону. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.